Продолжаем тему специфических звуков казахского языка. Сегодня у нас звук «э». «Э» – это мягкий классный звук, произносится кратко. При произношении язык продвинут вперед и чуть прижимается к нижним передним зубам. «Э», «э», «э». Кратко, «э», мягко, «э», «э». Не «и», не «э», а «э», «э». Давайте произнесем слова, в которых встречается звук «э». Повторяйте за мной. Эс, эскер, белем, күлкі, ірімшік, кір, кілем, тіс, тіл, кім. А теперь немного грамматики. Повторим тему личное окончание. Жіктік жалғаулар. Напоминаю, в казахском языке, в отличие от русского языка, к существительным, прилагательным и числительным прибавляются личные окончания. Надеюсь, вы уже выучили личное окончание. Обратите внимание, в первом лице несколько вариантов личных окончаний. И они прибавляются в зависимости от того, на какой звук заканчивается слово. А во втором лице окончания «сын», «сын» прибавляются вне зависимости, на какой звук заканчивается слово. Для примера возьмем слово «білімді» – «образованный». «Білімді» – как раз в этом слове встречается звук «э» – «білімді». Также слово заканчивается на гласный звук, поэтому в первом лице выбираем вариант «мын», «мін». Из них же выбираем мягкий вариант «мін», так как слово мягкое. Итак, повторяйте за мной. Мен білімдімін. Сен білімдісің. Сіз білімдісіз. Ол білімді. А теперь личное окончание во множественном числе. Обратите внимание, так же как в единственном числе, в первом лице несколько вариантов, и они прибавляются в зависимости от того, на какой звук заканчивается слово. Примеры. Прилагательные. Білімді – образованный, бақытты – счастливый. Итак, повторяйте за мной. Біз білімдіміз. Мы образованные. Біз бақыттымыз. Мы счастливые. Сендер білімдісіңдер. Сендер бақыттысыңдар. Сіздер білімдісіздер. Сіздер бақыттысыздар. Олар білімді. Олар бақытты. Давайте для примера возьмем слова, которые заканчиваются на звук «м». К таким словам прибавляются окончания «біз», «біз» в первом лице. «Біз», «біз», «біз» к твердым словам, «біз» к мягким словам. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Біз кімбіз? Кто мы? Біз адамбыз. Мы люди. Сендер кімсіңдер? Сендер адамсыңдар. Сіздер кімсіздер? Сіздер адамсыздар. Олар кімдер? Олар адамдар. Хочу сразу отметить, что иногда в третьем лице слова встречаются без окончания множественности. Можно сказать «олар кім?» – «кто они?». Можно сказать «олар кімдер?» – «кто они?». Я уже говорила вам, что в первом лице личное окончание имеет несколько вариантов, 3 варианта. И для того, чтобы вы лучше разбирались, после какого звука идет какое окончание, я вам предоставляю вот эту таблицу. Все это относится к первому лицу.
а во втором лице окончания прибавляются вне зависимости, на какой звук заканчивается слово. Жақсы жандар, назар қойып тыңдағандарыңыз үшін, осы видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, төменге осы видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап берем. Әрқашан зейіндеріңіз ашық болсын.